вот очень, скажем, темная такая черная страница в истории ногайского народа. Это был, во-первых, это Кучук-Кайнарджийский мирный договор, по которому к России, э, ну, скажем так, фактически под власть России переходило Крымское ханство и все ее территории, которые были населены нугаями, в том числе Вилаят Кубань, это Кубанская Орда. Какое-то время Кубанская Орда по этому договору даже сохраняла независимость. Это вот поэтому она считается последним независимым государством ногайского народа. Это вот на Северном Кавказе, современный Краснодарский край. Например, вот Славянск на Кубани, это наша последняя столица, Яникопыл назывался он, Яникопыл. Если почитать Википедию, то Славянск на Кубани основали казаки. Но на самом деле там город-то был, как бы, да, вот, и это была столица даже Кубанской Орды. Но власти приняли решение о переселении ногайского народа, вот этих кочевий, в казахские степи, и ногайский народ, он поднял восстание тогда, которое было жестко подавлено Суворовым. Ну, туда был отправлен Суворов с войсками, и это все закончилось резней в урочище Кирменчик. Это, кстати говоря, единственная победа Суворова, которую он не любил вспоминать. Это даже, скажем так, библиографы Суворова об этом тоже говорят. Но в Европе это любили вспоминать, и его резню в Польше, и вот эту вот резню на Кубани тоже, на Лабе тоже любили вспоминать. Ну вот, но об этом каждый год вспоминает ногайский народ. То есть 1 октября 1783 года это считается день вот такой скорби и памяти как бы ногайского народа. Геноцида? Да, некоторые говорят геноцид, некоторые не говорят так, скажем, это спорные такие вот. Я думаю, что если с точки зрения там, международного права рассматривать и так далее, то можно, в принципе, это описать как геноцид, но сложно это применять к концу 18 века. Вот, поэтому лично я, например, ну, воздерживаюсь, скажем так, от таких оценок. И после этого уже началась полноценная экспансия